Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. На сегодня все. С вами был Александр Голубов. Желаю вам хорошего вечера. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И снова добрый вечер, это Радио Крым Реалии, у микрофона, как это ни странно, опять Александр Голубов. Напомню, что мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите там прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы. Крым в центре внимания. Вчера Комитет министров Совета Европы принял первое комплексное решение, посвященное исключительно Крыму. В документе признается незаконность аннексии, а Россия обвиняется в нарушении прав человека на полуострове. Совет Европы также требует пересмотреть решение Крымского суда о запрете Меджлиса. Напомню, что ранее Международный суд ООН вынес промежуточное решение и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить доступ к образованию на украинском языке. О том, что значит эта дипломатическая победа для Украины и каким образом она сможет затронуть рядовых крымчан, мы поговорим сегодня в программе с нашими, я бы не сказал гостями, собеседниками Дмитрием Кулебой, постоянным представителем Украины при Совете Европы. Также на связи будет украинский юрист-международник Борис Бабин и член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев. Пока же короткий сюжет о том же, какое решение было принято и что оно для нас значит. 100 слов по теме. Вслед за Международным судом ООН в Гааге Совет Европы принял решение, посвященное ситуации в Крыму и Севастополе. Главный руководящий орган Совета Европы, Комитет министров, 3 мая признал Россию ответственной за происходящее на аннексированном полуострове. Об этом сообщили в украинском МИДе. В Страсбурге выдвинули ряд требований к Москве: перестать нарушать в Крыму права человека и ограничивать свободы слова, убеждений, мирных собраний и религии, прекратить репрессии против национальных меньшинств, отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа и разрешить его лидерам въезд на полуостров. В документе говорится о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров правозащитных механизмов Совета Европы, в частности, ее комиссара по правам человека. Саму аннексию Крыма министры назвали подрывающей мир и безопасность в Европе и нарушающей международное право. Руководство Украины оценило это решение как дипломатическую победу. Президент Петр Порошенко назвал его подтверждением неизбежности ответственности России, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин – важным практическим результатом и доказательством, что Крым – это Украина. В российском МИДе решение пока не комментировали. Комитет министров Совета Европы – это исполнительный орган, который имеет право выносить обязывающие решения, однако не может как-либо наказывать страны-члены, не выполняющие их. Меньше месяца назад, 19 апреля, Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по иску Украина против России для защиты прав национальных меньшинств аннексированного Крыма. Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснять права крымско-татарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также возобновить обучение на аннексированном полуострове на украинском языке. 100 слов по теме. Итак, напомню, вы слушаете Радио Крым Реалии, у микрофона с вами Александр Голубов, и мы говорим о вчерашнем решении Комитета министров Совета Европы. Первое комплексное решение, посвященное исключительно Крыму. О том, что это было за решение, вы послушали только что наш сюжет, а пояснить, почему оно важно таки для Украины, для крымчан и для крымских татар, которых и украинцев, которых оно прежде всего касается, нам попробует сейчас Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Он с нами на связи. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю вас, что вы связались с нами. И первый вопрос. Вы могли бы пояснить нашим слушателям, в чем важность этого решения? Почему оно действительно выделяется на фоне многочисленных уже, скажем так, решений, которые подтверждают нарушение прав крымских татар и украинцев на территории аннексированного полуострова? Вот почему мы должны обратить на него внимание? Це є 2 основні причини. По-перше, загальна стратегія Росії полягає в тому,
щоб питання Криму зникало з міжнародного порядку денного, щоб про Крим не говорили, щоб не з'являлося нових документів і, відповідно, нових рамок для Російської Федерації. І в цьому зв'язку якраз поява комплексного документу, цілісного, присвяченого суто кримській проблематиці, це поразка Росії, і це важливо для нас, тому що створює нам додаткові підстави тримати це питання Криму на міжнародному порядку денному. А друга причина, чому це рішення важливе, це, власне, його зміст, тому що, окрім невизнання незаконної анексії Криму, це рішення містить елементи дуже важливі для судових процесів проти Росії і практичні кроки, які мають вживатися Радою Європи для того, щоб припинити свавілля Росії в Криму. Угу. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о контексте судебных решений, о контексте судебных разбирательств. Я так понимаю, вы имеете в виду прежде всего разбирательство в суде ООН, где по иску Украины против России уже введены временные меры, вот именно по крымской части иска. Я правильно вас понял? І суд ООН, і не будемо забувати про ті справи, які знаходяться або будуть подані до Європейського суду з прав людини. Угу. И, Дмитрий, вот еще один вопрос. Насколько я понимаю, с одной стороны, решение Совета Министров, Комитета Министров Совета Европы является обязывающим, с другой стороны, никаких санкций, никакого наказания оно не предусматривает для нарушителей. Вот по вашему мнению, насколько Россия прислушается в таких условиях к решению Комитета Министров Совета Європи? У міжнародних відносинах важливі не лише безпосередні санкції, але і політичний тиск. І Комітет міністрів і Рада Європи загалом мають інструменти для здійснення політичного тиску у разі невиконання однієї з держав-членів рішення Комітету міністрів. Але насамперед рішення важливе тим, що дійсно Росія за нього не голосувала і, відповідно, воно не покладає на неї зобов'язань. Але воно чітко фіксує те, що відбувається зараз на півострові, і спонукає органи Ради Європи до конкретних дій, тобто створюють рамки і дозволяють збільшувати тиск на Росію, щоб зрештою змусити її припинити порушення прав людини на півострові. Дмитрий, вот российский МИД выступил с заявлением, что Международный суд ООН не поддержал ни одну из временных мер, предложенных Украиной за нарушение России Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. А российские дипломаты отметили, что в тексте постановления нет упоминаний о репрессиях и гонениях, как и нет требований к Российской Федерации отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Но даже я, не будучи юристом-международником, понимаю, что это заявление МИДа, имеет ряд поводов для критики, назову это максимально дипломатично. Как вообще украинская дипломатия может действовать в ситуации, когда российские коллеги отрицают, фактически очевидное? Росія в даній ситуації діє за класичною моделлю злочинця. Тобто, що б тобі не казали, які б факти твоєї вини не надавали, все спростовуй, кажи, що нічого не було і маніпулюй інформацією. Я абсолютно не здивований, ця заява була зроблена як для внутрішньої, насамперед, російської аудиторії, а назовні всі все прекрасно розуміють, що це брехня і маніпуляція, і ми не повинні очікувати наразі від Росії якоїсь іншої поведінки. Наше завдання – це створювати доказову базу і доводити фактами, документами, рішеннями провину Росії. І саме вони, звісно, від усього відмовлятимуться, але справедливість на нашому боці, я переконаний, що ми переможемо. Что ж, Дмитрий, спасибо вам огромнейшее за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Напомню, что мы говорим о вчерашнем решении Комитета Министров Совета Европы, который принял первое комплексное решение, посвященное исключительно Крыму. Там в документе признавалась незаконность аннексии, а Россия обвинялась в нарушении прав человека на полуострове. Собственно, о том, насколько это решение сможет практически повлиять на жизнь крымчан, попробуем поговорить с Борисом Бабиным, украинским юристом-международником. Борис, добрый вечер.
Добрый. Благодарю, что связались с нами. Ну вот сразу первый вопрос. Понятно, что это решение идет в струе и помогает, в принципе, Украине защищать свои интересы в Европейском суде по правам человека, в Международном суде ООН, в частности, когда речь идет об иске о нарушении конвенции о расовой дискриминации. Вот логичный вопрос, а крымчане как-то это, сами крымчане, чьи права нарушаются, они как-то смогут ощутить на себе последствия вчерашнего решения Комитета министров? Или вот эта вещь, которая накапливается, но пока что незаметна для обычных крымчан, которые вынуждены там как-то взаимодействовать с российской репрессивной машиной на полуострове? Я бы в любом случае не говорил, что это решение как-то кардинально изменит ситуацию. Действительно, это обязывающее решение, в отличие, например, от резолюций парламентских ассамблей, которые по линии Совета Европы, по линии ОБСЕ, Европейского Союза, их уже было около десятка, по-моему, посвященных этому вопросу. Решение Комитета министров первое, действительно комплексное, посвященное Крыму. И его можно использовать не только в международных процессах, но и поскольку оно юридически обязывающее, на него можно и нужно ссылаться, например, адвокатам, работающим в российской юрисдикции, по всем делам касательно ограничения прав на полуострове. Понятно, что это не будет каким-то такой панацеей от всех бед, но лишних проблем обвинению, конечно же, добавит, потому что все по ним будут понимать, что эти дела потом могут ходить в международную плоскость, и там такое открытое игнорирование, начиная с первичного национального уровня этими требованиями, оно будет, естественно, восприниматься. Я бы не ожидал каких-то практических поблажек в отношении прав и свобод в этой сфере. Могут, конечно, рисовать какие-то потемкинские деревни, но их будут рисовать только если в развитии этого документа будет действительно принято решение какой-либо миссии, которая поедет с мониторинговой целью на полуостров. Тогда действительно можно ждать какой-то всплеска активности по замыливанию глаз. Но пока этой миссии нет, я думаю, что наши российские коллеги просто будут делать вид, что этого документа не существует. Борис, скажите, пожалуйста, насколько вообще высока вероятность, что подобная миссия будет создана, вот учитывая то, что реакция России, она скорее противоположна. Напомню, что вот буквально недавнее, точнее, посещение Крыма госпожой Захаровой, которая в Севастополе решила публично ответить Совету Европы, при этом ответ ее, если мы даже сейчас почитаем материалы в российских СМИ, в крымских СМИ, он достаточно размытый, он не по сути, она говорила об историческом выборе крымчан, о освобождении Севастополя и Крыма в 1944 году. Понятно, что это, в принципе, не ответ по сути, самый главный, как мне кажется, самый важный сигнал — это сам факт присутствия Захаровой в Севастополе, который осудил украинский МИД. Это говорит о том, что Россия не собирается особо обращать внимание на решения международных инстанций. Не может ли быть наоборот, что такие решения Совета Европы будут лишь провоцировать россиян действовать еще более жестко, еще более, я бы сказал, нагло в международной сфере, не признавая очевидных вещей? Я не думаю, что можно действовать еще более жестко или нагло. По-моему, здесь уже верхняя планка пройдена, и выше просто доделать невозможно. Я бы, кстати, не связывал этот визит с данными документами, потому что появление этого документа все-таки для россиян было неожиданностью. На самом деле, и визит госпожи Захаровой — это достаточно такая старая заготовка. Это скорее реакция на решение Международного суда ООН, а не на текущий этот документ. И в любом случае не ожидал бы какого-то официального реагирования, или даже неофициального реагирования на этот акт. То есть реагирование возможно только если будет какая-то мониторинговая миссия. И здесь очень важно, как говорится, кто поедет. Все мы видим скандал, который был с председателем парламентской ассамблеи Совета Европы, который ездил в достаточно интересные места к интересным людям, И, в принципе, россияне могут надеяться на то, что так карты совпадут, это политика, и состав миссии будет удобен для них. Это может быть, и они тогда эту карту будут против нас. Они могут на это очень даже рассчитывать. Борис, я прошу вас оставаться на связи. Напомню, что мы слушаем радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Если вам есть что сказать по теме
нашей сегодняшней передачи. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Заходите на наш сайт Крым Реалии, смотрите там прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы. Услышимся буквально через несколько секунд. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. А мы продолжаем говорить о вчерашнем решении Комитета министров Совета Европы по Крыму. Документ признал незаконность аннексии, и Россию обвинили в нарушении прав человека на аннексированном полуострове. На связи с нами сейчас Борис Бабин, украинский юрист-международник. И вот я сейчас хочу перейти от вот чисто крымской плоскости в плоскость все же судебных разбирательств. Дмитрий Кулеба сегодня вот в нашем эфире сказал, что решение Комитета министров будет способствовать как разбирательству в Международном суде ООН, так и разбирательству в Европейском суде по правам человека. По вашему мнению, действительно ли решение все же политического органа, такого политического органа, как Комитет министров Совета Европы, будет иметь влияние на юридическое разбирательство в этих инстанциях? Я бы не говорил, что этот орган чисто политический, поскольку его решения все же носят обязывающий характер, они носят и юридическое содержание. Они будут, безусловно, учтены и Евросудом по правам человека, и органами ООН. Мы вот видим подтверждение этому в самом даже акте Международного суда ООН 19 апреля. Там очень хорошо можно увидеть, как он детально и подробно останавливается на документах различных мониторинговых миссий и различных отчетах. В частности, отчетов и органов Совета Европы, и ООН касательно полуострова. И фактически мы видим, что он свою позицию в какой-то мере соотносит с этими документами. И, соответственно, точно так же он будет соотносить ее и с документами Комитета министров. Поэтому здесь можно с господином Кулебой в целом согласиться, что этот документ, конечно, не станет решающим, не станет основным доказательством, но, среди прочего, он будет, безусловно, учитываться в любом международном судебном процессе. Угу. Что ж, Борис, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, и украинский юрист-международник. Мы попытались обсудить, во-первых, то, как решение Комитета министров Совета Европы повлияет на Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека. Также попытались поговорить о том, какие практические последствия для крымчан и для российской дипломатии будет иметь это решение. А сейчас поговорим о тех людях, которых это непосредственно. Вот украинцы и крымские татары в Крыму — это, в принципе, те категории населения, которые прежде всего должны теоретически выиграть от этого решения, потому что нарушения их прав признаются на еще одной международной площадке. Этому признанию этих нарушений фактически посвящается отдельное решение. По вашему мнению, будет ли действительно это решение иметь какие-то практические последствия? Вот мы обсудили этот вопрос с Борисом Бабиным, он достаточно скептичен. Может быть, у вас более оптимистичная точка зрения на этот вопрос? Ну, я не слышал полностью позицию Бориса Бабина, но я знаю, что она достаточно должна быть адекватной и достаточно очень такой весомой. Я хочу сказать следующее, что любая позиция любого международного органа, она очень важна, потому что это способствует тому, что накапливается определенный кейс, с помощью которого можно усиливать или продолжать санкции в отношении страны-агрессора. Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим о данном решении, мы уже на сегодняшний день имеем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, там резолюция Европейского парламента, но резолюция Совета министров Совета Европы, чем отличается? Тем, что все-таки это в том числе документ, который несет обязательный характер. Так же, как и, в принципе, мы совсем недавно получили результат Международного суда ООН. Только вот в этом документе я бы обратил внимание на следующее. Я почему и вспомнил и промежуточное решение Международного суда ООН. Дело в том, что в этом документе как раз-таки то, что было
было, как бы не сказано в промежуточном решении, в этом документе четко подчеркиваются факты насилия, факты исчезновения насильственного крымских татар, украинцев, незаконные там политические заключенные и так далее. То есть этот документ дополнительно дополняет то решение промежуточное, которое принимал Международный суд. Российская Федерация является членом Совета Европы, и она обязана выполнять данный документ. Другой вопрос, что вот в этом документе, я не знаю, говорил ли об этом Бабин, но во всяком случае в этом документе, к сожалению, крымских татар опять называют национальным меньшинством. И это, я думаю, недоработки нашей украинской дипломатии, при всем уважении к господину Кулебе. Во-вторых, это, наверное, связано с тем, что у нас на нашем внутригосударственном уровне не урегулирован этот вопрос до конца. До сих пор нет закона о коренных народах. Поэтому наша задача это все урегулировать для того, чтобы даже в этих документах, которые нам очень полезны и очень важны, как украинскому государству в целом, так и крымско-татарскому народу в частности, в том числе были очень четкие формулировки относительно крымских татар как коренного народа. Потому что в том числе в тех рекомендациях, которые мы озвучили в ООН, на постоянном форуме ООН по коренным народам, мы давали рекомендации Российской Федерации, что крымские татары – это коренной народ Крыма, что крымские татары – это народ, а не община и не меньшинство. И вот в этом плане нам очень важно на это обращать внимание, потому что Российская Федерация на этом играет. Искандер, скажите, пожалуйста, а вот есть ли шанс, по вашему мнению, что наша украинская дипломатия откликнется на подобное, и насколько продуктивно уже шли переговоры? Потому что вот если есть недоработка, это значит, в каком-то месте все-таки коммуникация не срабатывает, и необходимые решения не принимаются. Да, на самом деле у нас есть коммуникация с Министерством иностранных дел. На самом деле там есть и в том числе такие причины, когда некоторые европейские государства не очень хотят или не очень воспринимают вообще понятие там коренные народы, и поэтому это зависит в том числе и голосование от этого зависит. Но при всем том, все равно это такой вот кропотливый, серьезный труд, как внутри нашего государства, так и на внешнем уровне. И на внешнем уровне это очень важно, особенно когда мы говорим или выходим уже на уровень ООН, то есть выходим даже за пределы Европы. И поэтому здесь у украинской дипломатии должна быть принципиальная и четкая позиция в этом вопросе. Но для этого нужно вести серьезную работу и на самом деле создавать доказательную такую базу в этом случае. Я думаю, это будет эффективно. Я думаю, мы все-таки сможем это осуществить. Искандер, у нас есть буквально вот минута, и я хотел бы спросить, мне просто самому даже интересно, а что же какие государства так настороженно относятся к вопросу коренных народов? Просто тоже хочется понимать их мотивацию и какие препятствия могут возникнуть на этом пути. Я думаю, что на этот вопрос лучше бы ответили бы представители МИД, но я могу предварительно сказать, допустим, насколько я так понимаю, вот к этому вопросу с большой осторожностью относятся Греция, соответственно, Кипр, потому что почему-то они пытаются избегать этой формулировки как коренной народ и больше стараются, чтобы все-таки была формулировка национальное меньшинство. Хотя, когда мы говорим уже об уровне ООН, все-таки коренной народ это наиболее сильное оружие, я скажу так уже, сильное оружие в дипломатическом плане у самой Украины. И поэтому нам нужно на нашем уровне обеспечить максимальную базу, то есть принять законы, которые регулируют эти процессы, и в том числе конвенцию МОД от 169. И таким образом мы будем больше иметь сил на международном уровне. Что ж, Искандер, спасибо за ваш комментарий. Напомню, на связи с нами был член Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бариев. Вы слушали радио Крым Реалии. У микрофона был Александр Голубов. Напомню, в эфире мы каждый день в 8:35 и 18:30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона, заходите на сайт Крым Реалии. Услышимся.
понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.